Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Уайт. К сожалению, на прошлой неделе мне пришлось пропустить выпуск новостей, так как у нас были осенние каникулы, и моя тетя, которая живет в России, в Санкт-Петербурге, неожиданно получила итальянскую шенгенскую визу, и мы отправились в Венецию на встречу с ней. Кстати, нашу прогулку по Венеции вы можете посмотреть, перейдя вот по этой ссылке. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Недавно я обнаружила, что у нас в Словении на некоторых участках дорог появились широкие разделительные полосы, окрашенные зеленым цветом. И мне стало интересно, что же они означают. Оказывается, их рисуют на опасных участках дорог, где очень часто происходили аварии со смертельным исходом. Таким образом, разделительная полоса визуально сужает дорогу и заставляет водителей автоматически снижать скорость. Этот опыт дорожная служба Словении переняла у других европейских стран. И таких разделительных полос в Словении уже больше 20. И действительно, когда ты едешь по дороге и видишь такую широкую разделительную полосу, которая окрашена еще зеленым цветом, то тебе совершенно не хочется на нее заезжать, и тебе кажется, что тебя предупреждают, что ты не должен на нее заезжать, и ты как бы замедляешься и стараешься ее объехать. В одном из своих предыдущих выпусков новостей я рассказывала, как из центральной больницы Любляны сбежал заключенный. В эту больницу его привели под конвоем, видимо, он пожаловался на здоровье, и его привели в приемный покой нашей центральной больницы, которая называется УКЦ Любляна. И он оттуда сбежал на мотоцикле. Видимо, у него были какие-то подельники. И вот сейчас пришла свежая новость из Германии. Сбежавший словенский заключенный арестован в Германии. В среду немецкие полицейские арестовали в Берлине сбежавшего словенского заключенного, который сбежал из УКЦ Любляны в начале октября. Сейчас идут переговоры о передаче заключенного судебным органам Словении. Сбежавший заключенный отбывал одиночный 10-летний срок за различные преступления и уже отсидел 80% своего срока. И почему-то, когда ему оставалось отсидеть всего лишь буквально 20%, он решил сбежать. Мне сразу приходит в голову мысль, что, наверное, настолько хорошо сидеть в словенской тюрьме, что заключенный таким образом решил увеличить свой тюремный срок. Хотя, например, в Германии побег из тюрьмы не считается преступлением, и за это не надбавляют срока. В Австрии задержали словенца, который перевозил в своем автодоме автоматы и гранаты. В октябре австрийская полиция остановила автодом на шоссе недалеко от Вайсенштайна в Каринтии, в котором нашли 30 автоматов АК-47 и большое количество гранат. Водителем автодома оказался словенец, который сейчас находится под стражей, но утверждает, что он ничего не знал об оружии. Представитель прокуратуры Клагенфурта пояснил, что водитель сообщил полиции, что ничего не знает об оружии, что у него есть только приказ привезти автодом в Германию. Хороший приказ он получил, интересно, от кого? Расследование ведет Государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Тем временем в Словении уже идут разбирательства против лиц, которые якобы заказали перевозку автодома в Германию. В связи с этим прокуратура Клагенфурта предложила передать расследование властям Словении, чтобы можно было объединить процессы. Интересно, сколько же это по объему 30 автоматов? Наверное, это были какие-то большие ящики. Экс-президент Словении Борут Пахар написал книгу о своей жизни, о том, как он стал президентом, о его победах, о его, возможно, разочарованиях. И свою книгу он назвал «Змага е зачеток», что в переводе означает «Победа – это только начало». В ближайшее время она должна появиться в словенских книжных магазинах, и я жду не дождусь, когда же она появится в продаже. Я пойду и сразу же куплю эту книгу.
Нелегальные мигранты пересекают реку Колпа с помощью пенопластовых плотов. В среду и четверг, 8 и 9 ноября, сотрудники хорватского полицейского управления Нови Сада задержали 315 иностранцев, незаконно пересекших южную границу Словении. Еще 7 контрабандистов были задержаны. Незаконное пересечение границы попало на видеокамеры. Видео было снято в муниципалитете Нитретич, хорватском городе на границе со Словенией. Люблянский аэропорт Йожи Пучника распродает потерявшиеся чемоданы всего лишь за 2 евро. Такая новость распространилась в социальных сетях. Наверняка спрос на эти чемоданы был бы огромным. Но, как оказалось, новость является фейковой. На официальном сайте аэропорта уже опровергли эту новость и заявили о том, что новость является фейковой. Но на самом деле интересно, что делают действительно с потерянными чемоданами, куда их в итоге девают. Группа цыган в словенском городе Ново Место с палками напали на супермаркет «Туш». Видео нападения с камер видеонаблюдения опубликовали в сети Facebook. Несмотря на все жалобы, связанные с поведением цыган в последнее время, словенское правительство продолжает считать, что нет необходимости вносить изменения в законодательство, регулирующее проблему цыган. Недавно депутаты в очередной раз отклонили пакет законов, которые также решали бы проблемы цыган. В Европе ситуация с мигрантами приводит к полнейшему хаосу. Все больше данных показывает, что мигранты массово злоупотребляют процедурой предоставления убежища при пересечении границ ряда стран. Это возможно благодаря законодательству ЕС, которая не санкционирует подобные злоупотребления процедурой, которая предназначена в первую очередь для тех, кто приезжает из стран, где идет война. По данным правительства Германии, более 40 тысяч мигрантов, подавших заявление о предоставлении убежища в Германии, за первые 9 месяцев только этого года ранее подавали заявление о предоставлении убежища в другой стране ЕС. Реальная цифра, вероятно, намного выше, поскольку у многих мигрантов нет документов, а это означает, что они могут подать заявление о предоставлении убежища под разными именами в каждой стране. По прибытии в первое государство-члена ЕС мигрант обращается за международной защитой. Согласно европейскому законодательству, полиция в этом случае не может отказать мигранту, а должна доставить его в центр убежища, где затем осуществляется процесс определения того, имеет ли он право на убежище или нет. Поскольку у мигрантов в этот период есть свободный выезд, большинство из них ускользают из убежища и из этой страны сразу же и переезжают в другую европейскую страну, где тоже подают заявку на убежище. Очень часто под другим вымышленным именем и фамилией. Проблема в том, что европейское законодательство не предотвращает такие злоупотребления. Иммигрантов не могут вернуть в страну, откуда они прибыли. Короче, творится полный хаос и неразбериха. И, как обычно, в конце узнаем погоду у Алисы. Алиса, какая погода в воскресенье в Любляне? В Любляне днем ожидается слабый дождь. Температура от +1 до +8 градусов. Ветер слабый 2 метра в секунду. Алиса, спасибо. Взяла с полки пирожок. Друзья, на этом новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч.